Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boylu. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soylu.
Это первый за последние 6 лет визит Путина в Азербайджан. Запад и другие страны фактически изолировали его на международной арене за войну в Украине. По словам экспертов, в том числе и на фоне продвижения ВСУ в Курской области и репутационных потерь, Путин пытается показать свою активность, что его не игнорируют. До поездки в Азербайджан этим летом он посетил Северную Корею и Вьетнам. При этом главная цель визита в Азербайджан все же экономика, а именно газовые поставки. Из-за широкомасштабного вторжения России в Украину и последовавших за этим западных санкций Кремль уже не может поставлять российский газ в Европу, как раньше. При этом Азербайджан и Евросоюз договорились, что Баку увеличит экспорт своего газа в европейские страны. По словам экспертов, Москва и Баку могут согласовать увеличение объемов экспорта азербайджанского газа в Европу в обмен на поставки российского газа в Азербайджан для внутреннего рынка. Фактически это схема обхода санкций. Но даже если это так, проконтролировать, чей газ попадает в ЕС, будет практически невозможно. Мяч на стороне Брюсселя и европейцев. Я думаю, что главный вопрос, на который Евросоюзу необходимо ответить после этих событий, останется ли Баку близким энергетическим партнером Евросоюза? Да или нет? Каково будет влияние европейских санкций на российскую экономику? Потому что, конечно, Евросоюз не хочет вводить санкции, которые его же и подрывают, не напрямую импортируя российский природный газ. Путин и Алиев также обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией после боевых действий в Нагорном Карабахе. Ясно и всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, в том числе и прежде всего, конечно, на украинском направлении, но историческая вовлеченность России в ситуацию на Южном Кавказе, причем за даже последние несколько лет, она диктует нам необходимость участия в этих событиях, конечно, в той части, в которой это востребована сторона. Кремль заявляет, что может содействовать подписанию мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, а также делимитации и демаркации границы. После визита в Баку Путин пообещал связаться с премьер-министром Армении и рассказать ему о результатах переговоров. Мы видели на протяжении последних месяцев, как Армения пыталась вытеснить российское влияние из страны, как премьер Пашинян предпринимал усилия по установлению хороших, даже военных отношений с западными державами. И мы также видели, что правительство Армении рассматривает возможность выхода из организации договора о коллективной безопасности. Поэтому я думаю, что Путин хочет указать правительству Армении, чтобы оно не заходило слишком далеко. При этом посещать с визитом Армению, по словам обозревателей, Путин не решается, поскольку Ереван подписал соглашение о выполнении решений Международного уголовного суда, который год назад выдал ордер на арест Путина по обвинению в депортации украинских детей с оккупированных Россией территорий Украины.
сегодня праздник преображения Господа нашего Иисуса Христа. Этот храм был восстановлен и открыт официально в 2003 году и стараниями азербайджанских меценатов и при непосредственном внимании Гейдара Алиевича Алиева. И многие храмы здесь, в городе Баку, они все восстановлены и за счет правительства азербайджанской стороны. И поэтому я хочу и Ильхама Гейдаровича поблагодарить от лица всех православных христиан Азербайджана. Главная святыня нашего храма – это частица мощей святого апостола Варфоломея. По преданию, этот апостол претерпел мученическую смерть здесь, на территории города Баку. И церковное предание относит это к месту, где находится Девичья башня. Там до революции стояла часовня в честь святого апостола Варфоломея. И существует такая старинная бакинская традиция собираться на этом месте в день памяти святого апостола Варфоломея и совершать там молитву. И поэтому апостол Варфоломей является покровителем и города Баку, и Азербайджана, и всех людей, которые живут здесь. Поэтому приглашаю вас подойти, поставить свечу. Спасибо, что пришли. Ну, конечно, мы рады тому, что наши православные граждане чувствуют себя как дома. И это большая ценность нашего государства, что все живут как одна дружная семья. И праздники вместе проводим, Да. и христианские, и мусульманские, и иудейские. Так что здесь такое единение. Вы недавно приехали, я думаю, уже прониклись этой атмосферой, поэтому очень рад, что будете у нас жить, работать в православной церкви города Баку. У нас 3 в городе Баку, и мы все 3 восстановили, реставрировали. Что вот такая брошюра, там несколько экземпляров таких, это и прихожанам. Да, благодарю вас. Да. Ну и такой вот от меня подарок, символизирующий, как говорится, определенные такие узоры азербайджанских мастеров. А я позволю себе вот такую икону, вот это здесь храм. Благодарю вас, Владимир Владимирович. Это будет украшением нашего храма. Сердечно вас благодарю. Но позвольте по русской традиции вам презентовать сегодня освященные фрукты. Праздник Преображения Господня – это всегда яблоки, виноград, персики, тем более на такой благодатной земле это все смотрится и вкушается с таким удовольствием. Да, вот такой мы подготовили тоже. Да, Да, вот это вот было. Как было. Да. И вот сейчас так, да, вот. Еще вот это его святейшество. Да, трижды был здесь святейший патриарх Кирилл Я его, Московский. кстати, это вот другая церковь, собор Рождества Богородицы. Старый собор, Вот как сейчас называемый. так он выглядит. Вот. Это храм Архангела Михаила. Тоже восстановлен. Вот Спасибо это большое. передать. И собирается реставрация храма Александра Невского в Генджи. Генджи, Поэтому да. тоже вас Это благодарю тоже за эту поручение помощь. всегда. Спасибо, что развиваем ваш мир.
Министр здравоохранения Азербайджанской Республики Теймур Мусаев и министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко подписали соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки. Дамы и господа, президент Азербайджанской Республики Ильхам Гейдароглы Алиев и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин приняли совместные заявления глав государств. Заявление для прессы президента Азербайджанской Республики и президента Российской Федерации. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые гости, дорогие друзья, еще раз от всего сердца приветствую наших дорогих гостей. Президент Российской Федерации совершает государственный визит в Азербайджан. Этот визит носит особый характер. Наши встречи на высшем уровне носят регулярный характер. В этом году мы дважды встречались. Один раз в Москве, один раз на полях международного мероприятия. Но, конечно же, формат и характер государственного визита – это особый случай, если можно так сказать, и говорит о высоком уровне межгосударственных отношений. Приняты сегодня документы, включая в первую очередь совместную декларацию президентов, еще раз подтверждают дружественный и союзнический характер наших отношений. Положение о декларации о союзническом взаимодействии, которое было подписано в феврале 2022 года, успешно реализуется. Наши страны действуют как союзники, как друзья, как близкие партнеры и соседи. Мы сегодня подробно обсудили широкий спектр межгосударственных отношений. И даже достаточно посмотреть на состав делегации, чтобы увидеть, что сфера деятельности межгосударственных структур на самом деле достаточно обширна. Мы проанализировали детально вопросы, связанные с торгово-экономическими отношениями, рост товарооборота и в прошлом году, и за 6 месяцев этого года говорит о большом потенциале сотрудничества. Мы перешагнули в прошлом году рубеж 4 миллиарда долларов и обменялись мнениями о том, что, естественно, это не предел. Особое внимание всегда уделяется в сфере гуманитарного сотрудничества. В Азербайджане существует 324 школы с обучением на русском языке, в которых обучается около 160 тысяч учеников. Более 800 тысяч учеников изучают русский язык как второй. В 26 вузах Азербайджана существуют отделения на русском языке, в которых обучается более 15 тысяч студентов. Успешно функционирует филиал МГУ имени Ломоносова и медицинского университета имени Сеченова. И сегодня также мы обсудили вопрос развития отношений в сфере образования. Мы также подробно на встрече в узком формате обсудили вопросы, связанные с региональной безопасностью. После сентября прошлого года в регионе создалась совершенно новая ситуация. Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность. И, естественно, новая ситуация открывает новые возможности для установления прочного и долгосрочного мира на Южном Кавказе. И от тесного взаимодействия между Россией и Азербайджаном во многом зависит стабильность и безопасность всего Южно-Кавказского региона. Мы подробно обсудили реализацию проекта «Север-Юг», который имеет исключительно важное значение и для наших межгосударственных отношений, а также для
вопросов, связанных с региональными транспортными коридорами, транспортными путями. Должен сказать, что на территории Азербайджана и железнодорожные, и автомобильные сегменты коридора север-юг полностью реализованы и успешно функционируют. На данный момент мы активно занимаемся модернизацией железнодорожного участка этого коридора с тем, чтобы повысить его пропускную способность. Мы говорим о возможности транспортировки грузов от 15 миллионов тонн в год и выше, до 30, и это вполне реально. И в данном случае и Россия, и Азербайджан, и, я надеюсь, другие участники этого коридора совместными усилиями будем продолжать свою деятельность. Опять же, должен сказать, что мы в этом году уже предусмотрели средства порядка 120 миллионов долларов в долларовом эквиваленте для модернизации этого железнодорожного участка с тем, чтобы выйти на требуемую пропускную способность. Между различными городами России и Азербайджана осуществляется 20 рейсов в день. Должен сказать, что даже во времена Советского Союза такого количества взаимных рейсов не было, причем они примерно поровну распределены между азербайджанскими и российскими перевозчиками. Это говорит именно о том, что контакты между людьми носят регулярный характер, и также мы сегодня отмечали рост взаимных посещений между гражданами наших стран. В сфере энергетики подробно была проанализирована ситуация как в нефтегазовой сфере, так и в сфере электроэнергии. Мы активно работаем в этом направлении и уверен, что и дальше будем координировать нашу деятельность. Также обменялись мнениями по вопросу, который беспокоит обе стороны, а именно это экологическая ситуация на Каспии, его катастрофическое обмеление. Я из окна комнаты, в которой мы вели переговоры, показал Владимиру Владимировичу скалы, которые еще 2 года назад находились под водой, и сегодня они уже на метр вышли на поверхность. И это мы наблюдаем по всему побережью Абшеронского полуострова и не только, по всему побережью Азербайджана. И мы договорились совместными усилиями проанализировать ситуацию и наметить пути как в двустороннем формате, так и в пятистороннем, с тем, чтобы предотвратить возможную экологическую катастрофу. То есть проявление этого экологического бедствия мы уже видим невооруженным глазом. Я выразил благодарность Владимиру Владимировичу и российской стороне в целом за поддержку кандидатуры Азербайджана в качестве места проведения климатической конференции КОП-29. Поддержка России была исключительно важна, и мы сейчас работаем, в том числе и в двустороннем формате, над вопросами, связанными с подготовкой этой климатической конференции. Хотел бы выразить еще раз благодарность, Владимир Владимирович, вам за то, что вы приняли мое приглашение и посещаете Азербайджан с государственным визитом. Без сомнения, этот визит носит исторический характер и внесет свой важный вклад в дело укрепления дружественных и союзнических отношений между нашими странами. Благодарю за внимание. Уважаемый Ильхам Гейдарович, уважаемые друзья, коллеги, дамы и господа, я хотел бы еще раз поблагодарить Ильхама Гейдаровича за приглашение посетить Азербайджанскую республику с государственным визитом. Нам очень приятно быть на гостеприимной земле Азербайджана, полюбоваться видами Баку, процветающего, развивающегося так под вашим руководством. Подчеркну, что Россия придает большое значение развитию многоплановых дружеских отношений с Азербайджаном.
в основе этих отношений лежат принципы равенства, учета интересов друг друга и, конечно, тесные человеческие, культурные узы, которые объединяют наши народы на протяжении веков. В ходе состоявшихся сегодня переговоров, да и вчера, мы начали их еще вчера, хочу вас поблагодарить за ту теплую атмосферу, семейную практически атмосферу, которая была создана для начала нашей встречи, работы совместной. Сегодня в такой же обстановке мы уже деловые контакты продолжили в полном смысле этого слова. В ходе состоявшихся переговоров мы обстоятельно, по-деловому обсудили самый широкий спектр вопросов нашего взаимодействия. В принятом совместном заявлении поставлены новые масштабные задачи дальнейшего динамичного развития всего комплекса двухсторонних связей. Их решению будут способствовать и подлинные и подписанные сегодня документы. Сейчас вы все были свидетелями того, как это произошло. Большое внимание на переговорах было уделено наращиванию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Это закономерно, потому что Россия и Азербайджан являются важными друг для друга экономическими партнерами. Уже упоминалось, я говорил это в начале нашей встречи сегодня, 4 с небольшим миллиарда долларов оборот, и он растет. В этом году уже прибавил за первое полугодие 17%, 4 с лишним миллиарда прямых инвестиций в азербайджанскую экономику. Ну и, конечно, вот эти почти 1300 предприятий, работающих на азербайджанском рынке, говорят о том, что у нас ситуация развивается в положительном ключе и имеет хорошие перспективы развития. Президент Азербайджана только что говорил о тех направлениях, по которым мы работаем. Каждая из них представляет для нас реально стратегическое значение. Ключевые вопросы экономического взаимодействия держат на постоянном контакте коллеги из Межправкомиссии. Ее очередное заседание, состоявшееся в Баку в преддверии нашего визита, было весьма результативным. Россия входит в число крупнейших инвесторов, как я уже говорил, и мы этому только рады. На азербайджанском рынке наши компании чувствуют себя вполне комфортно. Здесь уже было упомянуто, это и компания «Лукойл», и КАМАЗ, которая организовала сборочное производство, Солерс, УАЗ, в общем, они работают успешно и есть перспектива развития. Мы благодарны властям Азербайджана за созданные для их работы условия. Трансмаш Холдинг заключил в феврале очередной контракт на производство крупной партии российских вагонов для бакинского метрополитена. Надеюсь, что те, кто будут пользоваться этими составами, тоже будут довольны. Российская объединенная судостроительная компания, об этом тоже президентом было сказано, вместе с Бакинским судостроительным заводом приступает к выпуску современных танкеров класса «Река-море» для перевозки нефтепродуктов. И их использование, в том числе на Азово-Черноморском и Каспийском маршрутах, позволит заметно нарастить поставки энергоресурсов на мировые рынки. Особо отмечу наши совместные планы по поводу реализации проекта «Север-Юг». Это позволит нам выйти к берегам Индийского океана и использовать эти маршруты к взаимной выгоде и к взаимному интересу. Активно расширяются гуманитарные связи. В июне в Азербайджане с успехом прошли Дни культуры России, в рамках которых состоялись выставки, концерты, театральные постановки и другие яркие культурные события. По доброй традиции мы приглашаем азербайджанских друзей приехать в сентябре на 10-й юбилейный Санкт-Петербургский международный культурный форум. В Азербайджане повсеместно и свободно используется русский язык. Чувствуем, что эту тенденцию всячески
всячески поддерживает руководство Азербайджанской республики. Ильхам Гайдарович, мы вам благодарны за это внимание к русскому языку. В стране действует более 300 школ с обучением на русском языке, открыты филиалы МГУ, Московского медицинского университета Сеченова. И в настоящее время, вот мы сейчас только обсуждали это при работе в широком составе, обсуждается инициатива создания в Баку Российско-Азербайджанского университета. Президент Азербайджана поддержал эту идею. Надеюсь, что мы ее достаточно быстро реализуем. К такому проекту с нашей стороны готов подключиться Санкт-Петербургский государственный университет. В России также многое делается для подготовки высококвалифицированных кадров для Азербайджана. В настоящее время в российских вузах обучается около 8 тысяч азербайджанских молодых людей, в том числе более 1000 за счет федерального российского бюджета. В наших странах чтят подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны. Помнят о том, что наши отцы, деды и прадеды вместе защищали нашу общую родину и внесли решающий вклад в спасение мира от нацизма. И мы с Ильхамом Гайдаровичем договорились широко отметить грядущую 80-летнюю годовщину нашей общей великой победы. Как уже сказал, на переговорах был рассмотрен и целый ряд вопросов региональной повестки дня, естественно, с учетом той роли, которую Азербайджан играет в Каспийском регионе и в Закавказье. Затрагивались и актуальные международные темы. Во внешней политике обе наши страны твердо придерживаются принципа верховенства международного права, суверенитета и невмешательства в внутренние дела. Россия и Азербайджан плотно координируют свои усилия на ключевых многосторонних площадках, в том числе в ООН и, конечно, в содружестве независимых государств. В октябре будем рады видеть Ильхама Гайдаровича на заседании Совета глав государств СНГ в Москве, а также на встречах в формате Outreach, которая пройдет в рамках саммита БРИКС в Казани в октябре этого года. Не обошли вниманием и нынешнее состояние отношений между Азербайджаном и Арменией. Подчеркну, Россия будет и впредь всячески способствовать нормализации азербайджанско-армянского взаимодействия и заключению мирного договора на основе известных трехсторонних договоренностей, достигнутых президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении в 2020-2022 годах. Мы также готовы содействовать делимитации и демаркации границы, имея в виду наличие у нас соответствующих документов еще со времен Советского Союза, разблокированию трансграничных маршрутов, установлению гуманитарных контактов. Исходим из того, что прочный мир и стабильность на Южном Кавказе полностью отвечают коренным интересам всех государств и народов этого региона. Но и в заключение хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы, безусловно, удовлетворены итогами визита. Уверен, что состоявшиеся сегодня переговоры и достигнутые договоренности послужат дальнейшему укреплению российско-азербайджанского стратегического партнерства. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое. Меня зовут Рахим Ушакбаев, я являюсь главным экономистом Центра прикладных исследований ТАЛАП. Это казахстанский независимый аналитический центр, think tank, и мы занимаемся регионоведением, геополитикой, экономической политикой и так далее. Хочу сказать, что взгляд из Казахстана на Азербайджан, безусловно, очень теплый, очень дружеский, очень братский. И нам кажется, безусловно, мы можем ошибаться, что во внешней политике Азербайджана происходит, она и так была на очень высоком уровне, но сейчас происходят очень важные такие серьезные изменения, как ответ на те большие геополитические разломы, которые начали происходить в мире, начиная с 2022 года. А именно Азербайджан, как нам кажется, развернулся очень сильно на восток, развернулся в Евразию. И сейчас, судя по последним шагам, которые делает уважаемый президент господин Ильхам Алиев, мы видим, что за этим разворотом следует очень серьезная, осязаемая, такая реалистичная политика. Ну, в первую очередь, мы очень рады, что Азербайджан уже во второй раз принимает участие в саммите глав центральноазиатских государств. Вроде как название саммит глав центральноазиатских государств, но тем не менее, вот эти 5 стран вы видите на фотографии 6 глав государств, и поэтому я даже написал статью из 5 в 6 о том, что Азербайджан становится тоже неотъемлемой, полноценной, полноправной частью нашего региона, чему мы очень рады. И в целом я считаю, что, конечно, более справедливо смотреть не на Южный Кавказ и Центральную Азию отдельно, а именно как бы вместе, потому что это регион, который находится под
по двум морям Каспийского моря, по двум берегам Каспийского моря, он де-факто геополитически, с точки зрения экономической географии, представляет и должен представлять себе единое целое. У него очень большой потенциал для развития в рамках именно связанности логистической, транспортной, торговой и так далее. Сегодня мы являемся свидетелями очень важного визита президента Владимира Путина в Азербайджан. Это один из первых его визитов после вот этой геополитической напряженности серьезных. И мы ожидаем, конечно, какие-то серьезные заявления, но и так могу сказать, что Азербайджан видит и играет очень роль такого ответственного игрока в нашем евразийском регионе. С большим удовольствием мы услышали, что Азербайджан планирует вступать в БРИКС. БРИКС, на мой взгляд, это одна из самых многообещающих структур, которая дает надежду странам нашего евразийского региона, ну и в целом всему миру, о том, что все-таки нас ждет не обязательно конфликтное будущее, о том, что крупнейшие страны, державы с самой крупнейшей экономикой, с самыми крупнейшими населениями, они могут мирно договориться о правилах не просто сосуществования, но и о взаимоподдерживающем, взаимовыгодном поступательном развитии, которое не обязательно должно разрешаться через конфликты. И в этой организации признается принцип неделимости безопасности, о том, что невозможно какая-то безопасность одной стороны в ущерб безопасности другой стороны. В Астане буквально недавно прошел, я бы сказал, действительно триумфальный саммит Шанхайской организации сотрудничества, на котором тоже Азербайджан принимал участие. И функционирование ШОС, и то, что все-таки в нашем регионе Евразии, Центральной Азии, пока вот эти более чем 30 лет царит мир и нет никаких крупных серьезных конфликтов, особенно после выхода Соединенных Штатов Америки из Афганистана, мы видим, как Афганистан, вроде как такая страна, к власти пришли талибы, которые во многих странах признаны террористической организацией, тем не менее этот регион успешно сейчас при власти талибов тоже реинтегрируется и делает какие-то серьезные позитивные проекты вместе с соседями. Вот Казахстан, кстати, исключил Талибан из списка террористических организаций, Россия близка к этому решению и так далее. Это вот хороший пример о том, что если евразийские страны оставить нас самим собой без какого-либо внешнего деструктивного вмешательства, мы гораздо более прогрессивно и гораздо более позитивно можем соседствовать, сотрудничать и развиваться без конфликтов и войн. И вместе с тем мы видим, что практически все конфликты разжигаются извне, в том числе, к сожалению, Азербайджан не исключение. То есть мы видим, конечно, такую воинственную риторику европейских стран, которые, соответственно, поддерживают дальнейшую милитаризацию региона и пытаются дальше разжечь вроде как завершившийся Карабахский конфликт. Я предположу, что вероятность заключения мирного договора очень сильно зависит от баланса сил и ситуации развития конфликта в Украине. Мы видим, что пока внешние силы игроки, особенно в Западной Европе, они не заинтересованы, это моя точка зрения, в мирном разрешении, завершении Карабахского конфликта, который должен завершиться подписанием мирного соглашения, демаркацией границ. Мы видим поставки оружия, милитаризацию, хотя позиция Азербайджана, который справедливо, в соответствии с международным правом, полностью восстановил свою территориальную целостность, она достаточно понятна. И мне кажется, как раз Армения должна сейчас быть очень заинтересована в заключении этого мирного соглашения. Вместе с тем этого не происходит по разным причинам, и мы предполагаем, что внешние игроки в случае подписания этого мирного соглашения потеряют очень важный для них рычаг давления на регион, рычаг влияния на регион. Потому что перспективы открываются просто потрясающие. Это и открытие Зангезурского коридора, и инициатива господина Пашиняна, армянская инициатива «Перекресток мира», когда Армения станет наконец-то полноправным членом вот тех динамично строящихся, развивающихся логистических путей. И поэтому стабильный, надежный мир на Кавказе, безусловно, возможен только если будет подписано мирное соглашение. И здесь я уверен, что инициатива Азербайджана, формула Азербайджана 3+3, что этот вопрос должны решать только 3 южнокавказские страны и 3 соседей, которые имеют свои непосредственные интересы в этом регионе, но никто больше. Мне кажется, именно вот эта формула может привести к заключению очень стабильного, надежного мирного соглашения и безвозвратного, твердого мира в регионе Южного Кавказа.